В 2006 году Сергей Скрипаль получил в России 13 лет колонии строгого режима. Дело против него началось за 1,5 года до этого, в конце 2004-го. ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. По версии следствия, Скрипаль был завербован Ми-6 еще в 95-м и передавал информацию о работающих под прикрытием российских разведчиках. По данным ФСБ, деньги за информацию англичане перечисляли на счет Скрипаля в испанском банке. Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственной измены, в формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа. Кстати, в ходе следствия Скрипаль признал свою вину. Суд назвал это смягчающим обстоятельством. Из ГРУ Скрипаль уволился в 99-м и до 2003 года успел поработать в российском МИДе. В Лондоне бывший сотрудник ГРУ жил с лета 2010-го. Там он оказался после одного из самых громких шпионских скандалов между Россией и США. В Соединенных Штатах арестовали 10 российских разведчиков, работавших под прикрытием. 10 агентов России обменяли на 4 агентов Великобритании и США, отбывавших в России сроки за госизмену. Одним из них и был Скрипаль. Обмен происходил в аэропорту Вены. Раскрытые российские разведчики позже даже встречались с тогда премьером Владимиром Путиным. В раскрытии агентов Путин обвинил сотрудника службы внешней разведки России. Вы только вдумайтесь в это. Человек всю свою жизнь отдал на служение Родине. И нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает. Как он будет жить с этим всю свою жизнь? Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья? В Великобритании Сергею Скрипалю дали политическое убежище. Вместе с ним без сознания на скамейке в торговом центре Мелтингс в Солсбери нашли и его дочь Юлию. Кстати, сын Скрипаля, по словам его родственников, в прошлом году в Санкт-Петербурге умер от печеночной недостаточности. Депутат Госдумы Андрей Луговой, которого считают исполнителем отравления полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, уже назвал информацию об отравлении Скрипаля провокацией и пропагандистской уткой. В этом, как правило, заинтересованы люди, которые готовят провокации для того, чтобы там преследовать какие-то иные цели, там, или политические, или экономические, или там морально-психологические, к примеру. Взять кого-нибудь, отравить, а потом на кого-то свалить. Такая практика века и тысячелетия существует. В Кремле заявили, что не располагают информацией о причинах инцидента со Скрипалем. Посольство России в Лондоне обратилось в МИД Великобритании за разъяснениями и призвало вмешаться в ситуацию правоохранительные органы, чтобы, цитата, «положить конец демонизации России». Алексей Александров, Никита Борисов. Настоящее время. Москва.